Добрый день. Я помощник прокурора Комсомольского района Николаева Александра Сергеевна. Хочу ответить на некоторые вопросы и разъяснить нормы действующего федерального законодательства. Так, например, вопрос. Хочу выкопать небольшие ели в лесу и пересадить в сад. Есть ли за это какая-нибудь ответственность? За незаконную рубку лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан предусмотрена административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 8.28 Кодекса об административных правонарушениях. За совершение указанного правонарушения на виновное должностное лицо может быть наложен штраф на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Если вышеуказанные действия совершены с применением механизмов, автотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, то в соответствии с частью 2 статьи 8.28 Кодекса об административных правонарушениях на виновное должностное лицо может быть наложен административный штраф. На граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, у виновного могут быть конфискована продукция незаконного природопользования, а также орудия совершения административного правонарушения. Следующий вопрос. С 2022 года изменились условия выплаты пособия по безработице детям-сиротам. С 1 января 2022 года вступил в силу федеральный закон от 19 ноября 2021 года номер 374 ФЗ, в котором внесены изменения в статью 34 прим. 1 Закона Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации. Согласно нововведениям, впервые ищущим работу, ранее не работающим, и впервые признанным органами службы занятости безработными, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, пособие по безработице выплачивается в особом порядке. В течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве безработного в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации на дату регистрации их в качестве безработных. По истечении 6 месяцев со дня регистрации их в качестве безработных, а также при достижении ими в указанный период 23-летнего возраста, пособие по безработице выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. Как следует из поправок, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые принимали участие в общественных работах, впервые ищущими работу, ранее не работающими, не признаются. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, признаются впервые ищущими работу, ранее не работавшими, независимо от того, были ли они трудоустроены по направлению органов службы занятости или без такового. Вопрос. Кто должен брать на себя расходы погребения умерших, погибших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего? В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года номер 8 ФЗ о погребении и похоронном деле при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение 3 суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законом Российской Федерации. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определении
в определенные законодательством Российской Федерации сроки осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела, по погребению умерших, указанных в пункте 1 и 2 настоящей статьи, включают оформление документов, необходимых для погребения, облачение тела, предоставление гроба, перевозку умершего на кладбище, в крематории и, соответственно, погребение. Стоимость указанных услуг определяется органами местного самоуправления и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9 настоящего федерального закона. Разъясняю. В 2022 вступили в законную силу существенные изменения, касающиеся ответственности за неуплату алиментов. Так, с 10 января 2022 года вступили в силу федеральные законы от 30 декабря 2021 года номер 499 о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации и номер 479 ФЗ о внесении изменений в статью 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях, которыми предусмотрена уголовная и административная ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Согласно изменениям, в примечании к статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовно наказуемой признается неуплата родителям без уважительных причин в нарушении решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. Аналогичным образом определяется понятие неуплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей нерадивыми детьми. Таким образом, уголовная ответственность наступает в случае неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в размере, установленном решением суда или нотариально удостоверенным соглашением. К ответственности неплательщиков привлекали только в том случае, если они не исполняли эту обязанность полностью, то есть вообще ничего не платили, и частичная уплата алиментов не влекла уголовной ответственности. Также примечанием дополнено частью 3, согласно которой лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности это лицо, если это лицо в полном объеме погасило задолженность по невыплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста или нетрудоспособных родителей в порядке, определенном законом Российской Федерации. Спасибо за внимание.